Жителей Алатырского района и города Чебоксары можно было бы поздравить с удачной охотой, если бы не одно обстоятельство. Был убит лось, а сезон охоты на Сахатова закрыт 31 декабря прошлого года. И теперь меткие стрелки не просто подозреваются в браконьерстве, арестованы на время дознания, продолжит Ольга Павлова. Февральским вечером в глухом лесу на границе Ибресинского и Алатырского районов раздались выстрелы. Охотоведы были начеку и предупредили полицейских о возможных браконьерах. Они услышали выстрелы в лесу. Вот у нас 110-й квартал, это получается, лесхоз Ибресинское называется, лесничество. Услышали выстрелы, все общее количество около 8 выстрелов было. Значит, определили предположительное место, откуда были произведены выстрелы. Единственный выезд из леса был перекрыт легковыми автомашинами, но подозреваемые, которые были на тракторе, не остановились. Объехали одну из легковушек, пытались обогнуть вторую и увязли в лесу. Однако держались невозмутимо, как ни в чем не бывало. На делянке я тут пострелял маленько. Я первый раз взял в лес, думаю, пострелять надо. А то даже не стрелял, и как стрелять. Жители Алатырского района и города Чебоксары 60-62 лет оказались зарегистрированными охотниками. Имелись у них и разрешения на оружие, охотничьи карабины «Сайга» и СКС. Судя по запаху пороха, из ружей действительно недавно стреляли. Но вовсе не ради тренировки, как утверждает чебоксарец. Стражи порядка вместе со специалистами Минприроды осматривают одежду и обувь мужчин, охотничьи ножи. Везде кровь, волокна мяса и шерсти. Кровь. Вот кровь. Вот кровь. Вот кровь. Вот кровь. Здесь тоже кровь. Вот здесь кровь, смотрите. Стоим ровно, не двигаемся, стоим ровно. Кровь явно свежая, но задержанные говорят, что в этой одежде они недавно кололи домашних животных. Между тем оперативники находят припрятанные под снегом охотничьи лыжи, а в километре от места задержания закопанную в снегу тушу лося. От нее уже отделена шкура и копыта. По всей видимости, за добычей собирались вернуться на следующий день, когда связать звуки выстрелов и лосятину в кузове было бы уже затруднительно. Начальником районного отдела внутренних дел было принято решение провести повторный осмотр места предполагаемой незаконной охоты при свете дня с привлечением специалистов с металлоискателями, чтобы изъять все возможные улики. Полицейские и работники Минприроды снова выехали в лес. Они быстро собрались все, несмотря на то, что всю ночь они не спали, да, из тех, кто принимал участие. Значит, выехали туда и обнаружили вот гильзы. Кроме того, даже мы обнаружили отстрельную пулю под снегом, следы траектории, значит, срез в дереве, то есть стреляли. То есть все это зафиксировали. Вот даже, кстати говоря, у наших фигурантов они высказывали уверенно, так что невозможно найти, мол, гильзы там в лесу под покровом снега на такой площади. Тем не менее, нам это удалось. Экспертиза подтвердила, что животное, охота на которое запрещена, было застрелено из оружия задержанных. Как ни были они уверены в себе, как ни угрожали сотрудникам полиции и охотоведам неприятностями, никаких поблажек не дождались, только усугубили свое положение. Ибресинский районный суд арестовал подозреваемых на время дознания. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса «Незаконная охота». Санкции данной статьи, она довольно-таки тяжелая. Могу сказать, что одним из видов наказания по данной статье у нас является штраф в сумме от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. И в данном случае по нашему делу у нас объектом незаконной охоты являлся самец лося. В случае, если бы у нас была незаконно отстрелена самка, она бы вообще, ущерб составлял бы 400 тысяч рублей. По нашему делу ущерб составляет 240 тысяч рублей. Для выявления фактов незаконной охоты или вырубки лесных насаждений по указу главы МВД по Чувашской республике Сергея Неяскина с недавнего времени стал применяться комплекс беспилотных летательных аппаратов. 2, 1, старт! Дальность полета аппарата составляет до 50 километров, продолжительность до 3 часов. Картинка с любого уголка республики может в режиме онлайн передаваться не только в МВД, но и любые заинтересованные ведомства.